Столице Ингушетии сегодня исполняется 31 год. Город Солнца основан в 1994 году на месте разрушенной в 1239 году столицы древнего государства Алания. 26 декабря 2000 года президент подписал закон о присвоении столице Республики Ингушетия наименованием Магаз. Город является одним из немногих специально основанных как столица. Самый маленький и самый молодой населенный административный центр субъекта России. Город построен практически с нуля. Главная его достопримечательность – башня Согласия со смотровой площадкой и самым высоким этнографическим музеем. Магаз также знаменит Аланскими воротами, национальным сквером, аллеей матери, отца, а также спортивной славой. Но это далеко не все. В его облике постоянно происходят перемены. Строятся новые дома и социальные объекты, закладываются парки и скверы. В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году в Ингушетии будет приведено в порядок около 40 километров сельских дорог, обеспечивающих транспортную доступность социальных учреждений, сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов. Глава отметил, что хорошо развитая дорожная инфраструктура повышает эффективность работы мелких ферм и частных хозяйств. Работа по развитию сельских территорий и поддержке местного производства – одна из важнейших задач регионального правительства, подчеркнул Калиматов. Компания ASM Group завершила работы по составлению двух первых презентационных альбомов с историческими фотографиями Ингушетии XIX и начала XX веков. Первый альбом включает в себя 135 фотографий, а второй – 130. Составленные альбомы – результат работы историков компании в архивах Санкт-Петербурга, Москвы, Грузии, Ингушетии, Чечни и Северной Осетии. Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому организаторы зрелищных мероприятий тоже будут обеспечивать безопасность зрителей. Это касается концертов, театральных и цирковых постановок. Свои обязанности будут и у собственников площадок. Например, они станут обучать работников навыкам, необходимым для безопасного проведения мероприятий. Также запрещается проводить концерты, выступления и выставки, если место проведения не имеет инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической. Минцифры России планирует до конца лета текущего года утвердить стандарт, как должны работать госсайты, чтобы ими было удобно пользоваться людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Министр уточнил, что стандарт содержит рекомендации по работе государственных сайтов и сайтов бюджетных организаций, как должно быть организовано предоставление цифровых услуг и госсервисов. Он также указал, что в рамках проекта был поднят вопрос о необходимости учитывать интересы групп населения с определенными ограничениями здоровья. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Закон закрепляет понятие «геноцид советского народа» и устанавливает основные формы увековечения его жертв. К формам увековечения памяти жертв геноцида документ относит захоронение останков, благоустройство захоронений, поисковую работу, установление и сохранение имен жертв геноцида. Закон вступает в силу 1 января 2026 года. Пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и в случае необходимости подать запрос на корректировку данных с помощью портала госуслуг, рассказали в Социальном фонде России. Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или же содержатся ошибочные данные, то необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо предоставил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно на портале госуслуги с помощью сервиса корректировки лицевого счета.